Похоже, входите историю по тому заголовку. Вот художественная версия. Витя, твоя мать только что открыла мне двери в моей же квартире. Сказала я жениху в трубку. Я сама не узнавала свой голос. Он дрожал не от страха, от злости и унижения. Лена, что ты говоришь? Растерянно спросил Витя. Какая дверь? Мама просто зашла проверить квартиру. Проверить? Переспросила я, не веря своим ушам. Витя, то моя квартира. Я купила до нашего знакомства. Я дала твоей матери ключи только потому, что ты сказал, она тебе как родная, она никогда не будет вмешиваться. На другом конце провода повисла тишина. Я стояла в прихожей и смотрела на женщину, которая спокойно снимала пальто, будто была хозяйкой того места. Татьяна Сергеевна даже не вглядела смущной. «Леночка, ну зачем ты так реагируешь?» Сказала она. «Я всего лишь пришла посмотреть, как у вас тут дела. Без предупреждения. С ключами от моей квартиры?» Она вздохнула. «Мъже семья?» То слово прозвучало особено неприятно. Семья. Я всегда думала, что семья – то люди, которые уважают твои границы. Но, кажется, у Татьяны Сергеевны было другое понимание. Когда я познакомилась с Витей, он казался самым заботливым человеком на свете. Он помогал мне после тяжелого рабочего дня, готовил ужин, слушал мой разказ. Когда я купила квартиру, он гордился мной. «Сильная», — говорил он. «Я хочу построить с тобой будущее». Я верила ему. Когда мы решили пожениться, я сама предложила, чтобы его мама иногда приезжала к нам. Я знала, что Витя был единственным сном и что они были близки. Но постепенно иногда превратилось когда угодно. Сначала Татьяна Сергеевна просто давала совет. Я бы такие штор не покупала. Лена, седишкое много тратиш на кофе. Витя, тебе нужно есть нормальную еду, а не то, что она готовит. Потом появились проверки. Она открывала холодильник, переставляла вещи в шкафах, критиковала уборку. Я терпела ради Вити. Каждый раз он говорил. Потерпи, мама просто переживает. Но в тот день она перешла черту. Я вернулась до моей раньше общного и увидела внутри квартир. Не у двери. Не в подъезде. Внутри. Она сидела на кухне и перебирала мой документ, лежавший в ящике. «Что вделаете?» Спросила я. Она спокойно подняла голову. Искала рецепт. У тебе тут безпорядок. Но дело было не в рецепте. Дело было в том, что человек вошел в мой дом без моего разрешения и чувствовал себя абсолютно правым. Вечером приехал Витя. Он вглядел уставшим. «Лена, ну зачем ты устроила скандал?» «Мама говорит, ты на не накричала». Я посмотрела на него и вдруг поняла, что больше всего меня ранила него мать. А он? «Витя, ты понимаешь, что произошло?» Она просто зашла в мою квартиру. Но мы же се убираемся пожениться. Се убираемся. Но покато моя квартира. И даже если бы она была нашей общей, никто не имеет права приходить без предупреждения. Он сел на стул и провел рукой по лицу. Я не хочу вбирать между вами. А я не прошу вбирать. Я прошу уважать меня. Он молчал. Ты понимаешь, что если сейчас то нормально, то потом будет только хуже. Витя ничего не ответил. Через несколько дней он пришел самой. Я уже ожидала очередного разговора, но неожиданно Татьяна Сергеевна сама начала. Я хочу извиниться. Я удивилась. Правда? Она кивнула. Я привыкла заботиться о сне и забыла, что он уже взрослый мужчина. А ты, не девочка, которая должна слушать меня. То были простые слова, но они значили многое. Не важно, чтоб поняли, сказала я не против вас. Я не хочу войн. Но мой дом – то место, где я должна чувствовать себя спокойно. Она посмотрела на меня и тихо сказала. Наверное, я боялась потерять сна.
Я вперве увидела в ней не се трубу свекровь, а просто женщину, которая боялась стать ненужной. Фего не потеряете, ответила я, но ему нужно самому строить свою семью. Витя стоял рядом и молчал. Позже он сказал: «Прости меня». Зачто? Зато, что я думал, если люди любят друг друга, они сами възпоймут. Но иногда любовь, то есть и умение поставить границ. Через месяц мы поженились. Татьяна Сергеевна сетала приходить в гости, но теперь всегда звонила заранее. Иногда она даже шутила. Представляешь, я раньше думала, что ключи дают, чтоб открывать двери. А теперь понимаю, иногда их дают, чтоб проверить доверие. Я смеялась? Потому что история научила меня простой вещи. Настоящая семья начинается не тогда, когда у людей есть доступ к твоему дому. Она начинается тогда, когда они уважают право войти только после того, как сам открыл дверь, если нужно, могу сделать версию звезда на 1200 и село в стиле индийской драм, KAHANI, звезда с более сильной интригой и неожиданным финалом, похоже, хотите историю по тому заголовку. Вот художественная версия. Витя, твоя мать только что открыла мне двери в моей же квартире. Сказала я жениху в трубку. Я сама не узнавала свой голос. Он дрожал не от страха, от злости и унижения. «Лена, что ты говоришь?» Растерянно спросил Витя. «Какая дверь?» Мама просто зашла проверить квартиру. «Проверить?» Переспросила я, не веря своим ушам. «Витя, то моя квартира. Я купила до нашего знакомства. Я дала твоей матери ключи только потому, что ты сказал, она тебе как родная, она никогда не будет вмешиваться. На другом конце провода повисла тишина. Я стояла в прихожей и смотрела на женщину, которая спокойно снимала пальто, будто была хозяйкой того места. Татьяна Сергеевна даже не вглядела смущной. «Леночка, ну зачем ты так реагируешь?» Сказала она. «Я всего лишь пришла посмотреть, как у вас тут дела. Без предупреждения. С ключами от моей квартиры?» Она вздохнула. «Мъже семья». То слово прозвучало особено неприятно. Семья. Я всегда думала, что семья – то люди, которые уважают твои границы. Но, кажется, у Татьяны Сергеевны было другое понимание. Когда я познакомилась с Витей, он казался самым заботливым человеком на свете. Он помогал мне после тяжелого рабочего дня, готовил ужин, слушал мой разказ. Когда я купила квартиру, он гордился мной. «Сильная», — говорил он. «Я хочу построить с тобой будущее». Я верила ему. Когда мы решили пожениться, я сама предложила, чтобы его мама иногда приезжала к нам. Я знала, что Витя был единственным сном и что они были близки. Но постепенно иногда превратилось когда угодно. Сначала Татьяна Сергеевна просто давала совет. Я бы такие штор не покупала. «Лена, седишко много тратиш на кофе. Витя, тебе нужно есть нормальную еду, а не то, что она готовит». Потом появились проверки. Она открывала холодильник, переставляла вещи в шкафах, критиковала уборку. Я терпела ради Вити. Каждый раз он говорил: «Потерпи, мама просто переживает». Но в тот день она перешла черту. Я вернулась до моей раньше общного и увидела внутри квартир. Не у двери. Не в подъезде. Внутри. Она сидела на кухне и перебирала мой документ, лежавший в ящике. «Что вделаете?» Спросила я. Она спокойно подняла голову. Искала рецепт. «У тебе тут безпорядок». Но дело было не в рецепте. Дело было в том, что человек вошел в мой дом без моего разрешения и чувствовал себя абсолютно правым. Вечером приехал Витя. Он вглядел уставшим. «Лена, ну зачем ты устроила скандал?» «Мама говорит, ты на не накричала». Я посмотрела на него и вдруг поняла, что больше всего меня ранила не его мать. А он. «Витя, ты понимаешь, что произошло?» Она просто зашла в мою квартиру.
Но мъже се обираем ся поженить сея. Се обираем ся. Но по-като моя квартира. И даже если болна бланаше и общей, никто не имеет права приходить без предупреждения. Он сел на стул и провел рукой по лицу. Я не хочу вбирать между вами. А я не прошу вбирать. Я прошу уважать меня. Он молчал. Та понимаешь, что если сейчас то нормально, то потом будет только хуже. Витя ничего не ответил. Через несколько дней он пришел се мамой. Я уже ожидала очередного разговора, но неожиданно Татьяна Сергеевна сама начала. Я хочу извинить се. Я удивилась. Правда? Она кивнула. Я привкла заботить се о сне и забла, что он уже взрослая мужчина. А ты, не девочка, которая должна слушать меня. То бли просте слова, но они значили многое. Не важно, чтоб поняли, сказала я не против вас. Я не хочу войн. Но мой дом, то место, где я должна чувствовать себя спокойно. Она посмотрела на меня и тихо сказала. Наверное, я боялась потерять сна. Я впервые увидела в ней не сетрубу свекровь, а просто женщину, которая боялась стать ненужной. Фего не потеряете, ответила я, но ему нужно самому строить свою семью. Витя стоял рядом и молчал. Позже он сказал. Прости меня. Зачто? Зато, что я думал, если люди любят друг друга, они сами вас поймут. Но иногда любовь, то есть и умение поставить границ. Через месяц мы поженились. Татьяна Сергеевна сетала приходить в гости, но теперь всегда звонила заранее. Иногда она даже шутила. Представляешь, я раньше думала, что ключи дают, чтоб открывать двери. А теперь понимаю, иногда их дают, чтоб проверить доверие. Я смеялась? Потому что эта история научила меня простой вещи. Настоящая семья начинается не тогда, когда у людей есть доступ к твоему дому. Она начинается тогда, когда они уважают право войти только после того, как сам открыл дверь, если нужно, могу сделать версию звезда на 1200 и село в стиле индийской драм, KAHANI, звезда с борея си, но и интригой и неожиданным финалом, похоже, хотите историю по тому заголовку. Вот художественная версия. Витя, твоя мать только что открыла мне двери в моей же квартире. Сказала я жениху в трубку. Я сама не узнавала свой голос. Он дрожал не от страха, от злости и унижения. Лена, что ты говоришь? Растерянно спросил Витя. Какая дверь? Мама просто зашла проверить квартиру. Проверить? Переспросила я, не веря своим ушам. Витя, то моя квартира. Я купила до нашего знакомства. Я дала твоей матери ключи только потому, что ты сказал, она тебе как родная, она никогда не будет вмешиваться. На другом конце провода повисла тишина. Я стояла в прихожей и смотрела на женщину, которая спокойно снимала пальто, белото блахозяйкой того места. Татьяна Сергеевна даже не вглядела смущной. Леночка, ну зачем ты так реагируешь? Сказала она. Я всего лишь пришла посмотреть, как у вас тут дела. Без предупреждения. С ключами от моей квартиры? Она вздохнула. Мъже семья. То слово прозвучало особено неприятно. Семья. Я всегда думала, что семья, то люди, которые уважают твои границы. Но, кажется, у Татьяны Сергеевны было другое понимание. Когда я познакомилась с Витей, он казался самым заботливым человеком на свете. Он помогал мне после тяжелого рабочего дня, готовил ужин, слушал мой рассказ. Когда я купила квартиру, он гордился мной. Сильная, говорил он. Я хочу построить с тобой будущее. Я верила ему. Когда мы решили пожениться, я сама предложила, чтобы его мама иногда приезжала к нам. Я знала, что Витя был единственным сном и что они были близки. Но постепенно иногда превратилось когда угодно. Сначала Татьяна Сергеевна просто давала совет. Я бы такие штор не покупала. Лена, седиш кое много тратиш на кофе.
Витя, тебе нужно ест нормально юеду, а не то, що она готовит. Потом появились проверки. Она откривала холодильник, переставляла вещи в шкафах, критикувала уборку. Я търпела ради Вити. Каждый раз он говорил: потерпи, мама просто переживает. Но в тот ден она перешла черту. Я вернулась домой и раньше общного и увидела внутри квартир. Не у двери. Не в подъезде. Внутри. Она седела на кухня и перебирала мой документ, лежавший в ящике. Що вделаете? Спросила я. Она спокойно подняла голову. Искала рецепт. У тебе тут безпорядок. Но дело було не в рецепте. Дело було в том, що човек вошел в мой дом без моего разрешения и чувствовал себя абсолютно правым. Вечером приехал Витя. Он вглядел уставшим. Лена, но зачем ты устроила скандал? Мама говорит, да не накричала. Я посмотрела на него и вдруг поняла, что больше всего меня ранила не его мать. А он. Витя, ты понимаешь, что произошло? Она просто зашла в мою квартиру. Но мы же собираемся пожениться. Собираемся? Но покато моя квартира. И даже если бы она была нашей общей, никто не имеет права приходить без предупреждения. Он сел на стул и провел рукой по лицу. Я не хочу вбирать между вами. А я не прошу вбирать. Я прошу уважать меня. Он молчал. Ты понимаешь, что если сейчас то нормально, то потом будет только хуже. Витя ничего не ответил. Через несколько дней он пришел самой. Я уже ожидала очередного разговора, но неожиданно Татьяна Сергеевна сама начала. Я хочу извиниться. Я удивилась. Правда? Она кивнула. Я привыкла заботиться о сне и забыла, что он уже взрослый мужчина. А ты, не девочка, которая должна слушать меня. То были простые слова, но они значили многое. Не важно, чтоб поняли, сказала я не против вас. Я не хочу войн. Но мой дом, то место, где я должна чувствовать себя спокойно. Она посмотрела на меня и тихо сказала. Наверное, я боялась потерять сна. Я впервые увидела в ней не сетрубу свекровь, а просто женщину, которая боялась стать ненужной. Фего не потеряете, ответила я, но ему нужно самому строить свою семью. Витя стоял рядом и молчал. Позже он сказал. Прости меня. Зачто? Зато, что я думал, если люди любят друг друга, они сами вас поймут. Но иногда любовь, то есть и умение поставить границ. Через месяц мы поженились. Татьяна Сергеевна стала приходить в гости, но теперь всегда звонила заранее. Иногда она даже шутила. Представляешь, я раньше думала, что ключи дают, чтоб открывать двери. А теперь понимаю, иногда их дают, чтоб проверить доверие. Я смеялась? Потому что эта история научила меня простой. Она начинается тогда, когда они уважают право войти только после того, как ты сам открыл дверь, если нужно, могу сделать.